Последнее десятилетие 20 века для постсоветского пространства стало непростым периодом. На развалинах былой империи спешно заявляли об обретенной независимости бывшей республики Советского Союза. К сожалению, становление новой эпохи зачастую происходило на острие вооруженных конфликтов. Не стало исключением и Республика Грузия. Новое время, обнажив исторические корни конфликта, привело президента Республики Грузия к отнюдь неоригинальному способу заявить всему миру о независимости своей страны. Не только отдельные личности сходят с ума, целые нации сходят с ума. Это известно в истории. Принцип «нет народа, нет проблемы», не сильно поменяв форму, сохранил память о событиях советского периода. Как известно, в свое время Республика Абхазия вошла в состав Грузии благодаря стараниям небезызвестных Джугашвили и Берия. Постепенно идеологическое противостояние вперемешку с информационной лихорадкой российских и зарубежных средств массовой информации формировало общественное мнение о невозможности решения на Кавказе политических вопросов мирным путем. Рейтинги передовых информационных агентств зашкаливали. Дорожало рекламное время, жизнь шла своим чередом. Соревнуясь в риторике, дикторы ведущих телеканалов докладывали зрителю об обострении ситуации, предрекая скорое вторжение войск Госсовета Грузии на территорию абхазской автономии. Информация из Грузии, которую мы получили к этому часу, позволяет сделать вывод, что республика вновь оказалась на зыбкой грани войны и мира. Грузины сказали, мы успокоим абхазов, мы оставим им то, что им положено, резервацию, а Абхазия грузинская, мы этот вопрос решим. По-современному лаконичен был в своих советах и господин Березовский. Характер разрешения конфликта он видел предельно четко и ясно. Подход к разрешению конфликтов должен быть агрессивным. Должен быть агрессивным. Быть агрессивным. Мотивы вторжения были один нелепее другого. На самом деле, истинной причиной ввода войск стало стремление Абхазии к свободе. В западной ее части уже сосредоточено 3000 военнослужащих с бронетехникой, которым примкнули боевые отряды полиции. И те, и другие подчинены министру обороны Кетавани. Весь этот фейерверк политического безумия, вопреки здравому смыслу, приближал на землю Абхазии хаос вооруженного беспредела. При одобрительном недоумении мирового сообщества Грузия готовилась к вооруженному вторжению. Участь Апсны была предрешена. Абхазия – это страна, на абхазском языке Апсны, она переводится «страна души». Увидев Абхазию, вообще нельзя, знаете, это величайшее преступление. В Абхазии вообще ходить с автоматом, не то, что там войну делать. Такой красивейший уголок. Родина наша всегда была прекрасной и красивой. Поэтому за что мы и страдаем, за эту красоту, за что приходится порой ценой крови платить. Аналитики и политологи всего мира предрекали, Абхазия продержится от силы 2-3 недели. 14 августа 1992 года гвардейцы грузинской армии, пройдя парадным маршем Гальский и Ачамчирский район республики, на подступах к столице городу Сухуми столкнулись с сопротивлением малочисленного, наспех собранного и практически невооруженного абхазского ополчения. Называется это место Красный мост, а чуть выше, вот, метров 100, отсюда не видно, Белый мост. Вот два моста, как бы олицетворение начала войны. Никому неведомый городской мост Сухуми стал символом скорби и боли абхазского народа. И только отчаянное сопротивление абхазских ополченцев остановило продвижение грузинской армии. Это позволило руководству республики заключить с грузинской стороной мирное соглашение с условием для обеих сторон освободить Сухуми и занять позиции за городской чертой. Вот есть возможность в какой-то мере не допустить дальнейшего кровопролития. Я тоже подписал этот документ. Вечером того же дня, нарушив договор, грузинская армия беспрепятственно заняла город. Город взят под контроль войсками Госсовета Грузии. Установлен порядок. Диктор играл свою роль безупречно. На самом деле, происходившее в городе казалось диким, нереальным. Грабежу подвергся весь город. Больницы, школы, государственные учреждения.
Практически все, что попадало в поле зрения защитников грузинской государственности, превращалось в руины. Они увезли более 700 автомашин. Прямо в новом поселке есть. Автостоянки прямо забрали на буксирах, увезли. Сколько можно было увезти, столько и увезли. Морской порт Сухуми был битком набит беженцами. Редкий пассажирский катер, рискнувший вывезти из оккупированного города стариков, детей и женщин, обстреливали гвардейцы Каркарашвили, посмеиваясь над реакцией перепуганных пассажиров. Политическое руководство Грузии не замечало бесчинства своих солдат. Безупречный расчет на малочисленность населения, слабую боевую техническую оснащенность, отсутствие абхазской армии как таковой рисовал скорую победу военачальникам грузинской армии. С новейшей артиллерией, с иголочными снарядами на мирных людей стреляете. За что, спрашивается? Не было и нет оснований для такой варварской акции на территории маленькой Абхазии. 18 августа грузинская армия полностью захватила Гагры, отрезав Абхазию от границы с Российской Федерацией. Это страшная боль для нас, потому что вот уже 15 лет прошло. Вырастает молодое поколение, вообще эту войну не знает. А через 15-20 это будет уже все история. Первый же месяц войны трагедия абхазского народа эхом отозвалась на земле Кабардино-Балкарии. Международная черкесская ассоциация и Адыга-Хаса вели информационную и пропагандистскую работу. Имена Юрия Калмыкова, Заура Налоева и Юрия Шанибова вошли в современную историю независимой Абхазии. Если твоему соседу плохо, ты же должен прийти помочь соседу. Но если, говорит, целая нация находится в опасности, то тем более, говорит, если ты мужчина, ты должен быть там. Если, говорит, ты туда не пойдешь, ты никогда себе этого не простишь. Я получил благословенной матери, и мы поехали. Организующим центром добровольческого движения в Кабардино-Балкарии стала Конфедерация народов Кавказа. Штаб Конгресса кабардинского народа работал практически круглосуточно. Хаса собралась в Доме пионеров и обсуждают. Они просили помощи, чтобы мы поехали. Мы собрались в Дворце пионеров, 800 человек там сидит. Хаса решает, едет туда, кто хочет. Вот так решили. Понимание происходящего в Абхазии приходило сразу. В детали не вдавались. Вести разлетались молниеносно по городам и селам. Скажем так, ситуация была такая, что сама граница между Россией и Абхазией, она была перекрыта, как известно, грузинским десантом. Поэтому людям приходилось забираться одним путем, это через горы. То есть основная масса, люди переходили кто как мог, кто в чем был. Следом за первой группой спешили на помощь абхазскому народу добровольцы с разных уголков России. Молодые ребята, они загорелись моментально. Я удивляюсь. Старшее поколение что-то было приторможено, их реакция на это. Но я не могу сейчас объяснить, почему старшее поколение, которое какие-то связи имело, какие-то информацию какую-то имело. Почему, слушайте, это чувство братства просыпается у самых молодых? Это непостижимо, вот так произошло. Вот знаешь, бывает такое, вот, тебя зацепило, рвануло, ты все бросил и пошел. Все бросил и пошел. Вот представь, далеко ходить не будем. Отец, ему было на тот момент 55 лет, у него 3 детей. Он все бросил, в первый же день уехал. Целыми семьями уходили на войну. Это был действительно порыв души. Этих людей привело сюда не стремление к наживе, не стремление что-то заработать. Это удивительный феномен, когда люди приезжали защитить малый народ. Это всегда то, чем славился Кавказ и кавказец как таковой. То, что ты делаешь себе, ты делаешь его себе. И она уходит с твоей смертью. И что ты делаешь другому, это есть твой след на этой земле. 25 августа 1992 года первый организованный отряд кабардинских добровольцев совместно с подразделением абхазского ополчения выполнял свою первую боевую задачу на высоте Мамзышха под Гаграми.
наш командир Валера. Он подошел с Зуриком Моторба. Говорят, вот так ребята с Кабарды приехали. 6 человек их было. Нас 7 человек. Братья, мы приехали, мы с вами, короче, мы в обнимку поднимались. Каждая сопка, каждая горка у них была. И каждые 20-30 минут здесь БТР ходил под сопровождением солдат грузинских. Ну, знаешь, мы тропинку здесь практически никто мы не знали. Шорох слышно было. Я даже хотел прямо вот здесь сесть, короче. Но мы до вот такие уставшие были. Лето, 30 градусов жары, подниматься, мы же не спортсмены были. И прямо вот здесь вот мы поднялись. Ни одного живого человека, ничего не было. Пулемет заработал. Короче, мы бы как бы под скалой оказались. Первый упал кабардинец, вот, что постарше. Это мы видели. Потом мы, естественно, все сюда. Делали попытки и стреляли, но растянуты, все расслаблены. Никто не ожидал, никто не думал о Раганавозе, ни одного шороха, ни одного голоса. Вся группа поднялась наша. Меня это застало дома. Ну, конечно, это было понятно, война, люди погибают, но печально было. Тем более этот Ибрагим бедный. Такой парень был и начитанный, и умный, и эрудированный. В его лице мы много потеряли. Ибрагиму Науржанову было 26 лет. Еще 7 августа он сдавал зачеты по практической психологии в МГУ. Через 18 дней, 25 августа 1992 года, вместе с Нургаликом Нукоевым ему пришлось сдать главный экзамен в своей жизни. Абхазский народ чтит память погибших, воздавая должное мужеству и храбрости добровольцам. Благодаря героизму бойцов абхазского ополчения город Гагры был освобожден. Ведь именно отряды кабардинских добровольцев под командованием Ибрагима Яганова и Гены Карданова внесли свой неоценимый вклад в эту первую и очень важную победу. Первый, самый важный момент это был Гагра. Когда границу открыли, ну я не думаю, что я последний об этом и первый говорю, это было очень важно. При исполнении боевой задачи 6 октября был ранен Хасан Алхасов. Находившийся рядом с ним Асланбеков смог вынести товарища из зоны обстрела, его удалось доставить в больницу, но, к сожалению, рана оказалась смертельной. В октябре 1992 года абхазская сторона заняла пограничную зону с Россией на реке Псоу. Грузинская армия потерпела свое первое поражение. На третий, на четвертый день случилось это несчастье. Нас окружили, взяли плен. Это началось утром. Это часов 9, полдесятого, наверное. После освобождения северной части республики Бзыбский оборонительный рубеж прекратил свое существование. Военные действия полностью переместились на Гумесинское направление. Основные силы абхазской армии готовились к первой крупномасштабной операции, целью которой было освобождение столицы города Сухуми. Шромское наступление было запланировано на ноябрь 1992 года. Перед руководством абхазских вооруженных сил ставилась задача – взятие селения Шрома. Это открывало путь на Сухум. Увы, шромская операция прошла неудачно. Единого мнения о причинах провала до сегодняшнего дня не существует, но в одном военные аналитики сходятся однозначно. Рядовые бойцы и командиры сделали все возможное. Судьба нашего земляка, уроженца города Нальчика Заура Пежева, тому подтверждение. В боях в районе селения Верхняя Шера раненый Заур попал в плен. Был жестоко замучен. Восточный фронт погрузился в рутину позиционных боев, которые продлились вплоть до января 1993 года. Но удержать в окопах добровольцев было практически невозможно. Они не стреляют, без стреляют. Наверное, они от нечего делать стреляют. У них же целые состояния. Миллиард. Наверное, в НАТО нету столько боеприпасов, чем у НАТО нету столько боеприпасов. Сколько у них есть? Да. Военное руководство Грузии иронизировало по поводу боевого оснащения абхазской армии. Карданы и валы от автомашин переделывали в гранатометы. В боях против тяжелой механизированной техники, танков и БТРов использовался знаменитый коктейль Молотова. Многие были вооружены винтовками образца 1912 года. Можно было увидеть немецкие автоматы Второй мировой войны. Город Кварчал с первых и практически до последних дней войны находился в полной блокаде.
Из города не успели эвакуировать стариков, женщин и детей. Спасаясь от холода, рубили лес. В домах появились фронтовые печки, буржуйки. С улиц исчезли кошки и собаки. Люди страшно голодали. Единственный путь, который связывал город с остальным миром, проходил по воздуху. На вертолетах вывозили гражданское население. Этим же путем в город доставлялись медикаменты и продовольствие. Вооруженные дедовскими двустволками стояли насмерть абхазы. Рядом с ними воевали кабардинские добровольцы. 14 декабря 1992 года над сванским высокогорным селом Лата был сбит вертолет Ми-8, эвакуирующий женщин и детей из блокадного Ткварчели. Погибли все пассажиры, около 80 человек, среди которых находились и выходцы из Кабардино-Балкарии, Бекалдиев Феликс и Шаов Руслан. Летом следующего года трагедия повторилась. Был сбит вертолет с российскими опознавательными знаками, в котором находились Дзагоев Аскер и Амачиев Роберт. Пытаясь сломить сопротивление защитников, парализовать волю оставшегося населения города, массированно применялась артиллерия, современное оружие системы «Град» и «Ураган», авиационные рейды Су-25. Впервые в Абхазии использованы 500-килограммовые бомбы с игольчатыми осколками. Госпиталь не успевал оказывать медицинскую помощь. За одну неделю он принимал более 100 тяжело раненых. Катастрофически не хватало медикаментов. Но многократные изощренные попытки сломить сопротивление оккупированного Ткварчели не принесли желаемого результата. Город так и не сдался. Во время тяжелейших боев погибли Канукоев Трунов Руслан, Хуранов Леонид, Абаев Руслан, Дивнижев Жарослан, Хагабанов Арсен. В каждом бою погибают самые наилучшие ребята. И пускай им земля будет пухом, а кто живой остается здесь, по-любому, в любом смысле, пока у каждого человека течет в жилах кровь черкесский, будет, эта земля освобождена. И я уверена, больше чем уверена, продлится год, продлится 2 эта война, но все равно Абхазия будет свободна. Все равно наши дети будут улыбаться и ходить в школу. Не техника и не оружие определяет суть и смысл вот этой борьбы. Свобода Абхазии будет защищена. Кроме этого, я хотел бы добавить, что весь черкесский народ будет на вашей стороне. Я не думаю, так оно и должно быть, потому что мы братья. В этом я уверен, и так оно будет. Самую яркую страницу в нашу победу внесли наши братья Северного Кавказа. Вот когда я 15 человек привез, на второй день у нас уже некуда было людей девать. А до этого не совсем так было. Кабардино-Балкария и жители Кабардино-Балкарии были одни из самых первых, кто пришел сюда через кавказских ребят. Из Кабарды человек приехал, из Адыгеи приехал, и как? Потом каким лицом он будет у себя дома сидеть? Поднялись, весь народ поднялся. Это большой толчок был, политический и моральный, физический. Большой толчок был для нас, для нашей республики. Это просто ценение было. Разгром батальона вооруженных сил Грузии развеял миф о непобедимости элитного спецназа. Вот эта вся бригада. Откуда вы, ребята, приехали? Мы с Нальчиков, с Кабарды все. Все кабардинцы? Да. И давно вы здесь, в Меркулах? Больше месяца, наверное. Это в самом Меркуле. С первых дней сентября здесь находятся ребята. А так, с самого первого дня, с первых дней. Они перешли через хребет. Редкие кадры запечатлели добровольцев группы Муэда Шорова и Гена Карданова вместе с отрядом абхазских ополченцев Заура-Заранди. Войну они проиграли 100%. Это война освободительная. Мы не хотели, Мы они не сами навязали все. Если они сами навязали, они... С того момента, как Швардадзе начал эту войну, с того момента он уже проиграл эту войну. Когда брат твой становится рядом с тобой, плечом к плечу, когда ты за своей спиной чувствуешь надежную защиту и знаешь, что сзади тебя стоят твои близкие, твои родные, твои братья, которые через горы, через все преграды пришли. Здесь Абхазия не одна, мы тоже братья, мы всегда на помощь, всегда придем. Если справедливость существует, мы за справедливость хоть на край света пойдем. Что нам еще будет? С нашими братьями, абхазцами. Все, для меня они все были одинаковые, все порядочные, все нормальные ребята. Я не могу ни одного кабардинца минус сделать. Что вот это было вот так, вот это вот так.
Когда они находились рядом со мной, я чувствовал себя спокойно. Мы не наемники, как говорят, мы за деньги не воюем тут. А за что? Вот потому что мне тяжело было слышать, что целая армада, столько бронетехники напала на маленький народ, насилуют женщин, убивают детей. Это зов души. Издеваются над пленными, над всеми. Это же несправедливо. Поэтому это по зову сердца мы здесь. Ой, тяжело все это. В Ишерах во время длительных позиционных боев в один миг от минометного обстрела погибла часть группы Гены Карданова. Когда уже последние на позиции уже последние часы их жизни, был такой момент, что у огня сидели, понимаешь, и один говорит, покойный Гена говорит: Лютый, давай, говорит, спой песню кабардинскую, одну песню, говорит, спой. Ой, я спою, говорит, еще как спою. А то, говорит, если я сейчас не спою, еще меня убьют. Потом всю жизнь будете говорить. Попросили, он даже нам не спел напоследок. Так будете говорить. Чтоб так не говорили, говорит, я вам спою. И начал петь, и эту песню он не допел. Вот так они погибли. Звонок говорит мой охранник главный, мой тюремщик. Юрий Мухамедович говорит, по имени отчеству обращался ко мне. Я был, говорит, на Кубе. Я был, говорит, в Тбилиси во время лопаточной этой драки. Я был, говорит, в Баку. Я был в Алмате, говорит. Я был везде, говорит. И вчера я был в Нальчике, говорит. Но я нигде не видел. Это очень важно, чтобы это было зафиксировано, и чтобы они знали, и другие знали. Я нигде в мире, говорит, он в Вильнюсе, говорит, был, но нигде я в мире не видел, говорит, такой выдающийся, такого мужества и такой храбрости молодежь, как кабардинцы. Вот его слова. Он жив. Можно его найти, можно с ним поговорить. И вы знаете, я долго думал, говорит, почему это так? Почему кабардинцы такие? Я ответил, говорит, это от внутренней чистоты. Во время летней наступательной операции 1993 года в Нижних Ишерах погиб Ушхов Юрий. 26 февраля 1993 года в сражении за селение Миркула на глазах родного брата Тимура погиб Заур Шарданов. Желетежев Руслан, Пачев Владимир, Гурижев Эдуард, Анзор Шагенов, Роберт Лихов, Задим Торчоков.
Kafkaz ishwagusama yigurshar Hayram dunay ishwagusama itajji Tajjalegar yashghura Adiga wiskar shizogwar Orira Orira К началу 1993 года в войне за независимость и свободу Абхазии произошел коренной перелом. Грузия полностью потеряла свою инициативу. Большая часть территории республики перешла под контроль абхазской армии. Впереди предстояло главное сражение, успешный исход которого поставил бы победную точку в противостоянии, длившемся более года. Израненной и пропитанной кровью земле Абхазии предстояло выдержать последнее испытание. У нас дела взять город Сухуми скорейшим образом. Мы готовимся к этому. Попытки взять город Сухум предпринимались неоднократно. Первое широкомасштабное наступление, развернутое в декабре 1992 года, закончилось неудачей. Безуспешным был и повторный штурм в марте 1993-го. Наступлению на Сухум предшествовали тяжелые бои за населенные пункты Шрома, Ахалшени, Сухумгэс и высоту Ахабьюк. Военная удача в этот раз была на стороне абхазской армии. Решающую роль в этих боях сыграли кабардинские группы Гены Карданова, Варитлова Салима, Шорова Муаеда и Яганова Ибрагима. И уже в июле 1993 года абхазские войска заняли все стратегически важные позиции, открывающие путь на столицу Абхазии. Стремительное наступление абхазской армии вынудило грузинское руководство заключить очередное мирное соглашение, посредником которого выступила Россия. По условиям договора Грузия взяла обязательство вывести войска из республики и создать совместное правительство. Кому надо 545 надо? Это было непонятно еще. Могло ситуация такая оказаться, что Абхазия просто будет поделена на две половины. Говорится, кто чем владел на тот момент, тот с тем и останется. Но нас это не устраивало по одной простой причине. В тылу-то находился Ткварчель. Там столько людей, это Восточный фронт, целый регион Абхазии. Но в очередной раз условия перемирия не были выполнены. Несоблюдение условий договора вынудило военное руководство Абхазии разработать план наступления на Сухум, который стал неожиданностью не только для Грузии, но и для самих абхазов.
Военная операция по освобождению столицы Абхазии, разработанная министром обороны Султаном Сасналиевым и начальником генерального штаба Дбаром, была впоследствии высоко оценена военными специалистами как России, так и Запада. Потомок княжеского рода, летчик-испытатель советских вооруженных сил, кавалер ордена Боевого Красного Знамени, прибыл в Абхазию уже на второй день после начала войны с первой группы кабардинских добровольцев. После того, как Сасналиев появился в Абхазии, он, наверное, знал, что он сможет изменить ход войны. До этого полный бардак в Абхазии был, полный бардак. А у Сасналиева был опыт, так как он служил в российской армии. Кадровый военный, он сразу же приступил к организации штаба обороны и организованного сопротивления. Собственно, создание боеспособных вооруженных сил Абхазии во многом личная заслуга генерала Сасналиева. Это имя в Абхазии произносится всегда с огромным уважением и почтением. Не случайно главком абхазской армии Владислав Ардземба назначил начальником генерального штаба, а затем и министром обороны республики именно Султана Сасналиева. Для нас только один лозунг – смерть или победа. Я думаю, Абхазия обретет свободу. Я думаю, ту кровь, которую пролили добровольцы, не называя национальности, она пролита не зря. Люди многие отдали жизнь. И для нас только одно – это победа. Адигажуалаж нас осажал. Адигажуалаж. Вы ему адигабзажу хапозушма куха в лепухера позагону улигушхону за датхана задига мисим годал. Адигашли шуили гушхону за сасили гушхос обсожи сикой сили гушхону. Сивз эхле синибжа вайли гуризат или гушхону суфежи. Ули гушхону мес бинедизажи эльбрус дели гушхо кабардин рсом мисаулу добровольца беш дели гушхум савадаль Сасналиев Султан. Военный талант Султана Сасналиева, его изобретательная тактика, помноженная на самоотверженную храбрость абхазов и добровольцев Северного Кавказа, безусловно, определил успешный исход операции. Наступление началось 16 сентября, осень 1993 года. В ходе освобождения Сухума абхазская армия уничтожила 12-тысячный второй армейский корпус Министерства обороны Грузии, военизированные отряды Мхидриони, силы МВД Грузии, вооруженные отряды местного грузинского населения. В те дни Кабардино-Балкария потеряла еще 4 добровольцев. В боях за столицу Абхазии погибли Алим Абазов, Анзор Аджиев, Евгений Мельниченко, Арсен Ифендиев. Готовы были жизнь задать. Главное сохранить свою честь. Лучше умереть, но с честью, чем жизнь бесславная. Это то, что наши предки всю жизнь говорили. Ключевой момент, обозначивший окончательную победу в битве за Сухум, это, безусловно, штурм здания Совета Министров 27 сентября 1993 года. С раннего утра, подавляя сопротивление грузинской армии, подразделения абхазских вооруженных сил пробивались к главному зданию столицы. Около 9 часов утра разведгруппе Муэда Шорова, находившейся на улице, примыкающей к площади Совета Министров, сообщили по рации о том, что Совмин взят. Мы вчера здесь сидели ночью прямо перед носом у Совмина. Быстро, ничего, что Совмин взяли, что ли? Добровольцы спокойно и открыто направились к зданию Совмина. Само собой расслабились, вся команда, наша группа расслабилась. На улицу из-за угла вышли, на центральную улицу вышли, на проспект. А все равно Муэд говорит, не надо скоплением идти. Тишина и отсутствие каких-либо следов штурма настораживали. Некоторые ребята перешли на правую сторону, а мы с левой стороны шли. И до Совмина оставалось где-то примерно метров 200-250, открылся шквальный огонь. Сомнений не было. Информация о взятии Совмина была ложной. А мы на ладошке у них. И кто куда, кто через окна в дома, кто через ворота.
Мы до прокуратуры дошли, дверь вынесли прикладами там и забежали туда. Невозможно было вообще находиться на этой улице. Эти кадры сняты за несколько минут до начала атаки. Зашли, а там корзина, полный орех. И окурок даже не успели потушить. И телефонная трубка была снята с телефона на первом этаже, где дежурка. Здание Совмина обороняли около 30 наемников из украинской националистической организации и почти 130 человек спецназа из охраны Эдуарда Шеварднадзе и членов оккупационного правительства. Артур Кармуков с открытой площадки точным выстрелом из РПГ вывел бронемашину из строя, но и грузинский снайпер не промахнулся. Более получаса бой шел уже за то, чтобы вынести Артура из-под обстрела. Султан Алакаев смог отправить раненого товарища в санчасть, но довести, к сожалению, не успел. Пуля оказалась отравленной. Артур Кармуков умер. Через 4 часа в одном из окон выбросили белое полотенце. Навстречу представителю грузинской стороны вышли Муаят Шоров и Анатолий Шихалиев. Да, война, да, потери друзей, да, страшно. Но с одной стороны, гордость, что первым в составе абхазской армии туда прорвались кабардинская группа Шорова Муаяда, что им сдался председатель правительства, оккупационного правительства Шартава, здание Совмина. Для нас это Рейхстага, взятие Рейхстага. Азамат Хагажеев и Аслан Абаев подняли над Совмином знамена победы. Пробитые пулями черкесский флаг и государственный флаг Абхазии возвестили всему миру о справедливом исходе этой войны. Можно сказать, Сергей, что с взятием Совмина, Совмина, что война на этом закончилась. Это решающий момент. Приветствую Кабарду. Приветствую Абхазию. Абхазии. Мир. Такие вылазки бывали. 10 минут отстреляться и 5 минут уходить. Вот за эти 15 минут уже потом уже мы узнаем уже по телевидению, там уже всегда же говорят, что случилось, где что погибли, туда-сюда. 60 человек там только со стороны грузин погибло. И с нашей стороны один раненый. Я 100% был уверен, что мы победим. Потому что находились действительно мужики, которые рожденные для войны. Дай бог, чтобы не было войны, но это были действительно рожденные для войны воины. Это были смелые, воспитанные люди. Никогда не сомневался и по сей день я в них не сомневаюсь. Такого не было, чтобы кто-то убежал. Я не могу сейчас, если было, чтобы не было сказать. Но такого не было, чтобы кто-то убежал. Или не нашли на том месте, где его надо было найти. Участие в военных действиях отрядов кабардинских добровольцев без преувеличения в немалой степени повлияло на исход всей абхазской кампании. Да, в любую секунду мы будем готовы. Через 3 дня после штурма Совмина, 30 сентября 1993 года, передовые силы наступавшей абхазской армии достигли границы на реке Ингур. Это был полный разгром грузинской армии. Территория Абхазии была полностью освобождена. Каждый, который там житель был, он готов был умереть, но не отдать ее. А тем более, которые приехали добровольцы туда, у них и сразу и дух поднялся, когда братья приехали, чеченцы приехали, осетины приехали, кабардинцы, адыгейцы, казаки, пожалуйста, вот казаки воевали, хорошо воевали. Представьте, без столько людей помогать приехали. Наши братья откликнулись
на нашу беду. Она стала бедой общей для всех наших братьев. Вот тогда мы воочию на самом деле почувствовали на себе плечо нашего брата. Я всегда вот как родных братьев, вот как будто мы всю жизнь вместе находились, вот так я их встретил, и так мы до конца были. Никогда у нас не было там ты такой или ты такой, там, или ты с севера, ты с юга. Мы вот как родные, как братья вот так общались. До сегодняшнего дня Абхазия удивляется мужеству, великому терпению родителей. Абсолютно при людях не показывали огромную боль, которая была в их сердце. Самое главное, обществом выпускаться в этом, выпускаться. Более года длилась эта война. Тысячи жизней с обеих сторон стали платой за политическую близорукость и авантюризм грузинских властей. На долгие годы некогда богатая и процветающая Грузия погрязла в пучине военного противостояния, территориальной раздробленности, межнациональных и политических конфликтов. Идеологическая обработка для части грузинского населения привела людей в ряды грузинской армии, исполненная безрассудной готовности стрелять в своих соседей, своих сограждан. Советовал, Максим Николаевич, по глупости приехал сюда. Куда ты приезжаешь? И зачем ты приезжаешь сюда? Ну и к черту. Не разбирая ни детей, ни стариков, ни женщин, убивали всех подряд, шли к своей цели, вот захватить Абхазию. Ну, человек, который воюет за свою землю, и человек, который хочет другую землю взять, наверное, разница есть. Я думаю, что есть. Поэтому вот мы решились тоже помочь. Не только я сам лично считаю, мы все здесь считаем, наша обязанность, наш долг здесь помочь абхазскому народу. Это общий дом наш, друзья мои. Поэтому люди всех национальностей, выступая на телевизоре везде, обращаются к своим нациям, к своим народу. Чего вы ждете? Абхазия в тяжелом положении. Люди защищают свою землю, свою родину. У любого человека не может не вызывать уважения. Тогда, в сентябре 1993 года, был сделан первый и самый трудный шаг на долгом пути становления независимого государства Абхазии. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Стара истина и безупречно. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Спустя долгие 15 лет, отстояв свое право на свободу и самоопределение с оружием в руках, пережив нелегкие годы в разрушенной войной республике, Абхазия наконец дождалась признания своей независимости. То, что мы пронесли через годы, я имею в виду с 92 по сентябрь 30 93, мечта наша осуществилась. Мы вышли на государственную границу, добыли эту победу ради мира, устранили тот геноцид, который нес тогдашний режим. Первое в новейшей истории у адыго-абхазов свободное независимое государство. Вот это осознание, ну, в принципе, ты понимаешь, что ты все это сделал не зря. Что мы, никто не шкурник, никто свои интересы, что адыги и кабардинцы не преследуют свои цели. Они думают, как мировая величина, о всем Кавказе думают, о России думают. 92-93 год абхазские добровольцы защитили всю Россию, интересы всех народов, которые образуют это многонациональное государство. Сегодня, к сожалению, немногие помнят о трагедии, разыгравшейся на абхазской земле в начале 90-х. О том, какой ценой освящена свобода Абхазии и сколько жертв стоит за этой победой.
И только само здание Совмина, обгоревшее и изрешеченное пулями, в каменном молчании хранит память о событиях минувшей войны. 59 добровольцев отдали свои жизни за мир на земле свободной Абхазии. Стремление оказать помощь кому-то, прийти на помощь, последним куском хлеба поделиться – это входило в адаты адыгов. В бою они не щадили себя и оберегали друзей, удивляя своим мужеством даже многое повидавших товарищей по оружию. Для людей, которые там головы свои оставили, чтобы их просто не забыли. Народ, чтобы не забыл. Чтобы мы помнили о них. Помнили, чтобы мы, в конце концов, набрались мужества, преодолев ложную эту скромность, их именами назвали улицы в своем родном селении. Мы абсолютно бравадой какой-то не занимаемся. Мы говорим, что мы выдержали этот экзамен, да, и у нас есть гордость за это. Народ никогда не забудет их подвига сыновей Северного Кавказа, Юга России, самого абхазского народа. У каждого народа есть, как великий Карл Густав Юнг говорил, архетип. В течение тысячелетий каждый народ получает в своем подсознании, архетипом называется определенная модель, форму возможного мышления и поведения. Это в любой момент может проснуться. Вот у кабардинцев это проснулось, у воинов. Всю войну флаг с нами был. И в каждом бою с нами флаг был. Мы даже перед каждым боем целовали это, и абхазское, и кабардинское. А он нам придавал больше духа, что ли, или уверенности.
هنا